Компания «Темир Стройсервис» предлагает полный спектр услуг в области строительства на основе металлоконструкций. Строительство, монтаж, установка и доставка. Мы вам построим в кратчайшие сроки с гарантией качества. Компания «Темир Стройсервис», 202 микрорайон, 14/3. Мы находимся на чемпионате по картингу. Сейчас ребята, участники, спортсмены делают тренировочные заезды, тренируются, и буквально через несколько минут уже начнется соревнование. Немного из истории картинга. В 30-е годы в США среди мальчишек было популярно катание с горок на безмоторных тележках. Но считается, что картинг придумали военные летчики в США после Второй мировой войны. Они устраивали гонки по летному полю на тележках для подвоза авиабомб. Но это хобби было распространено лишь в узких кругах, пока за дело не взялся Арт Инглс, бывший пилот, механик отделения фирмы Curtiss Craft Company. Эта фирма выпускала гоночные автомобили. В августе 1956 года он представил на автогонках в Помоне несложный карт. Машину назвали карт, что в переводе с английского означает тележка. В 1957 году создается компания Go Kart Company, производящая карты. Дела компании шли настолько успешно, что удалось купить участок в 5 акров, на котором был построен первый картодром. Одновременно Инглс основывает компанию Ingalls Barrelli. В 1958 году английский бизнесмен Микки Флинн заказывает у Go Kart 5 картов. И уже в 60-м году в Великобритании насчитывается свыше 100 фирм, занимающихся производством картов и комплектующих. С февраля 60-го года в Великобритании начинает издаваться журнал «Картинг». В мае того же года Международная федерация автоспорта официально признала картинг видом автоспорта. В 1962-м была создана Международная комиссия по картингу при Международной федерации автоспорта. В 1964 году в Риме проводился первый чемпионат мира по картингу с двигателями объемом 100 кубических сантиметров. Картинг стал вторым видом автоспорта, по которому проводится чемпионат мира после Формулы-1. Карты тех лет отличались очень простой конструкцией, малой мощностью двигателей и полным отсутствием каких бы то ни было мер безопасности. Цена такого карта варьировалась от 100 до 200 долларов США. Именно благодаря простоте и дешевизне картинг в первые годы его существования приобрел бешеную популярность. Но к 1962 году бум на картинг закончился. Количество фирм-производителей упало, карты стали мощнее и совершеннее, но и дороже. На смену простейшим рамам из водопроводных труб пришли конструкции с тщательно просчитанной упругостью. Повышение скоростей потребовало повышения безопасности, как и в любом другом техническом виде спорта. В картинге остались профессионалы. В 2007 году Международная федерация автоспорта предприняла попытку возвратить картингу дух 60-х годов, сведя любителей и профессионалов. Была опубликована спецификация на единый картинговый двигатель серии КФ, который с разными электронными блоками, карбюраторами и так далее применяется во всех классах картов без коробки передач. Об успехе или неудаче этого начинания можно будет говорить лишь через несколько лет. Карт, ввиду его небольшой массы, часто применялся для побития рекордов скорости на машинах с малым объемом двигателя, а также для экспериментов с необычными силовыми установками. Известно несколько попыток установить на карт реактивный двигатель. Наибольшая зафиксированная скорость карта 407 км в час. А немецкий физик и энергетик Лайнг построил карт с паровым двигателем для демонстрации того, насколько компактной и надежной может быть такая силовая установка. В этом году была создана Федерация картинга Республики Саха-Якутия. На первом чемпионате побывали и мы. Проходил чемпионат на дамбе 202-го микрорайона и так и назывался «Чемпионат по картингу на Кубок Губинского округа». Надо отметить неплохую организацию для первого такого события, достаточное количество участников и хорошие призы.
Чемпионат прошел довольно динамично, в принципе, да. И, ну, всем очень понравилось, мне особенно понравилось. Кто, ну, тройка призеров попали в сборную, получается, республики. И потом в дальнейшем планируем поехать во Владивосток. А когда будут соревнования в Владивостоке? Где-то в июле. Ну, сейчас ведем переговоры, где-то в июле. Ну, это сделали первый на Кубок Губинского округа. Следующий делаем городской, потом республиканский. А потом уже Владик. Потом Владивосток. Сколько участников было сегодня? 16 участников было. Это получается 1/8, 1/4, полуфинал, третье место и финал. Всем желаю почувствовать вообще этот драйв, да, ну, здоровья, в принципе, да. Ну и ждем вас у себя в картинг-клубе. Сегодня мы делаем площадку под лебедку. Лебедка у нас Комап 6000L, которую мы взяли в магазине внедорожного оборудования «Крузак». В поисках оптимальной модели лебедки было потрачено достаточно большое количество времени. Когда речь идет о внедорожном автомобиле, то каждую его часть можно назвать самой важной. И это действительно так. Но вот без лебедки невозможно представить себе настоящего покорителя бездорожья. Существует большое количество лебедок, которые отличаются не только фирмами-производителями и мощностью, но и принципом работы. Автомобильные лебедки бывают трех типов. Электрические, это самые распространенные, они работают от автомобильного аккумулятора. Механические лебедки – это лебедки, приводимые в действие двигателем автомобиля. К раздаточной коробке подключается специальная коробка отбора мощности, от которой лебедка и получает крутящий момент. Эти лебедки отличает высокая мощность, неприхотливость и надежность, возможность изменять скорость наматывания троса путем изменения оборотов двигателя. Основным недостатком механических лебедок является их возможность установки только на внедорожнике, раздаточная коробка которых допускает подключение коробки отбора мощности. Также третий тип – это гидравлические лебедки. Это лебедки, работающие от гидромотора, который обычно приводится в действие насосом гидроусилителя руля. Гидравлические автомобильные лебедки имеют ряд существенных преимуществ. Это высокая надежность гидромотора, устойчивость к перегрузкам. Ну, например, при перегрузке гидромотор не ломается, а просто останавливается. Возможность работать под водой, так как гидромотор герметичен. А к недостаткам данной лебедки можно отнести невысокую скорость сматывания троса. Данный параметр может быть критичным для спортсменов. Также невозможность работы при выключенном моторе. Часто одного насоса гидроусилителя руля не хватает для одновременной работы лебедки и гидроусилителя. Но наш выбор пал на электрическую лебедку Комап 6000L. Тяговое усилие у данной лебедки почти 3 тонны, что подходит для нашего автомобиля. Кстати, при подборе лебедки просто умножьте вес вашего автомобиля на 2,5, и вы получите мощность той лебедки, которая вам подходит. Также нас привлек расширенный барабан, который по размерам такой же, как у более старшей модели Комап 9000. Это дает нам большее тяговое усилие на размотанном барабане, и при переходе на ту же 9000-ную площадка под лебедку останется прежней. Нам, как начинающим джиперам, установка лебедки само по себе являлась большим событием. И, конечно, о переходе, например, с металлического троса на синтетический даже не было разговоров. Все это решено было оставить на потом. В комплекте с лебедкой шел 30-метровый металлический трос. Забегая вперед, хотелось бы отметить необходимость усиления аккумулятора автомобиля, так как лебедка является очень мощным потребителем тока. Для установки лебедки в автомобиль необходимо, в нашем случае, перенести блок управления под капот, и для этого нужно удлинить кабель. У нас вот такие вот медные коннекторы и, соответственно, специальный сварочный кабель с сечением 25 мм. И сейчас мы будем его отжимать.
Опрессовка проводов используется в процессе подготовки многожильных проводов для винтовых или клеммных соединений, для соединения многожильных и одножильных проводов между собой и для установки на провод наконечника. Для опрессовки проводов используются специальные клещи – кримпер. Ну, а теперь, дорогие друзья, перенесемся из красивого наглядного ролика в реальность. В силу незначительных познаний в электрике я не задумывался по поводу обжима силовых проводов для лебедки. Так как блок управления лебедкой планировалось ставить под капотом автомобиля, то мне требовалось обжать или опрессовать 3 провода одинаковой длины. Для чего нужно опрессовывать лебедочный провод? Дело в том, что при работе мотор лебедки питается током большой силы, и неправильно подсоединенные провода могут перегреться и не выдержать нагрузки. Это может привести к плачевным результатам. Кстати, кримпер в силу своей специфичности не обнаружился у меня в инструментах, и я обратился за помощью к опытным джиперам, которые подсказали, у кого они имеются. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить Антона DC за оказанную помощь. В самом процессе опрессовки ничего сложного нет. Надеваем термоусадочную пленку, зачищаем конец кабеля, надеваем медный коннектор и опрессовываем кримпером. Затем термоусадка нагревается, например, зажигалкой, и все, кабель готов к использованию.